Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, какие мысли посещали его о вас сегодня, что он думал, о чем он думал, что придумал, может быть, какие-то планы, стратегия поведения, да? Ну, вот все, что покажет нам песочек. Загадывайте, пожалуйста, на мужчину, представляйте его, называйте по имени и задавайте ему вопрос. Мой милый дорогой, какие мысли обо мне посещали тебя сегодня? Я думаю, что все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками по экрану, потому что сейчас у нас скрыто. О чем же мы услышать и узнать? Так. Ну что, мужчина-то думал. И вы знаете, сейчас в момент отсыпки он тоже очень много о вас думает. Девочки, он хотел бы вас чем-то порадовать, но не знает чем. То, чего вы хотите, ну, подарочек, да, тот, который вы хотите, либо денежек не хватает, либо возможностей именно сейчас приобрести нет. И он говорит, я хочу радовать свою женщину, но вот так получилось. Да? У кого-то мужчина действительно сейчас не располагает средствами, а у кого-то мужчина находится в такой ситуации, либо в месте, где недоступны вот такого рода покупки. Вот. И прям, знаете, вот за голову берется и думает, ну вот как, чем порадовать, да? Теми средствами, которыми я располагаю, либо теми возможностями, которые есть у меня на сегодняшний день. Да, девчонки, такой он у вас. И знаете что? Вот обратите внимание у нас на корешок. Вы видите, ему очень хочется с вами вот судьбы. То есть, смотрите, вот это вы, вот это он. А между вами вот он крест идет. Это не просто дорога, это крест. Хочется серьезных, долгих отношений, вот таких семейных, теплых. Если вы в паре, в браке, но по каким-то причинам немножечко друг от друга отдалились, хочется восстановиться, примириться. Если вы просто общаетесь, встречаетесь, вот хочется именно семейности с вами, общего, понимаете, такого теплого, милого гнездышка хочется. И этот мужчина, кстати, определился, что я иду к ней, я хочу быть с ней. Кстати, у кого-то отыграется, что у мужчины какая-то женщина за спиной стоит. Причем, ну смотрите, да, она похожа на какую-то кляксу бесформенную, а вы смотрите, какая грациозная лань. Вот эта женщина, кто за спиной, она что только не делала. И прыгала, и скакала, и круги вокруг него там наматывала, и веревками его удерживала. Кстати, это может быть не обязательно соперница, может быть ревнивая мама. Но он так, знаете, за спину себе задвинул ее и говорит так: уйди с моей дороги. Вот есть я, вот есть моя женщина, и, пожалуйста, не мешай. Маме так и сказал, что я ее выбрал, это женщина моей жизни. Хочешь со мной отношения сохранить? Пожалуйста, ее принимай. Если мы говорим о какой-то там сопернице, бывшей там конкурентке, то ну, достаточно в грубой форме он эту женщину послал. Вот. Не хочешь неприятностей, не лезь ко мне, да, особенно мою женщину не трогай. Он, кстати, очень за вас переживает. Я не знаю, может быть, какое-то время сложное, может быть, вы живете в каком-то криминальном районе, может быть, какие-то проблемы есть. Он переживает за вашу безопасность. Знаете, как будто бы ему какая-то опасность мерещится. Может быть, какой-то случай с вами произошел. Вот, вы ему рассказали, да, и он такой бедненький напрягся, думает, ну вот как мне защитить мою женщину? Ну не могу же я к ней прилипнуть, да. Каждый живет своей жизнью, да, у каждого есть активность. Хочется вас, девочки, защищать. Вы для него прям, ой, даже не знаю, как слово подобрать, да. Ну, как правая рука, девочки. Вот любит он вас, любит. Вот вы часть его. Вот.
Кстати, мои хорошие, он думал не только о вас, а еще о ком-то. Либо он думал об общем ребенке с вами, если детей у вас нет. Если дети есть, то и о вас, и о вашем ребеночке. Но если у вас ваш ребенок, тоже думал. И думал, как о ангеле. Понимаете, ангелочек вышел. Если вы переживаете, что мужчина может не примет вашего ребенка, да, либо как-то будет относиться, может там детей не хочет, вы ошибаетесь. Нет. Смотрите, видите, у вас тут ангелочек стоит. И я хочу от этой женщины ребенка, либо ваш ребенок, вот он принимает его как часть вас, то есть от любимой женщины, и ребеночек тоже получается любимый. Так, дальше, мои хорошие. Он хотел бы с вами поговорить о каком-то мероприятии. То ли вы куда-то пойдете, он вас пригласил, либо вы самостоятельно будете идти. Смотрите, может быть, вы платье какое-то хотели, либо какой-то наряд, там, причесочку сделать, а он не одобрил, например, это платье, либо денежку вам не дал. Вот ему хочется извиниться за это, и либо денежку вам дать, либо, ну, знаете, как попросить прощения за то, что критиковал, там, может быть, слишком открытый, либо откровенный наряд. Да, вот хотел бы сказать, что вы просто прекрасны, и он ревнует, девочки, он просто ревнует. Ну, вот так бывает иногда, мужчина ревнует, вот, и ему прям неудобно. Или знаете, как если муж там не дал вам денежку на наряд, а вы так расстроились, он сейчас сидит и думает, ну что ж я за скотина такая, да, на любимую женщину не могу раскошелиться, да, чтобы она купила себе платьице, да порадовалась, как она в нем хороша. Да, девочки, противненький он у вас, что скажешь. Неплохой человек, но иногда вот что-то как находит на него, находит и все. Так. Есть, кстати, у вашего мужчины какая-то тайна, какой-то секрет. И он боится, что вы узнаете. Это что-то связано тоже вот либо с деньгами, куда-то потратился, на что-то потратился, либо даже на кого-то мог потратиться. Вот он боится, что вы узнаете. Будет скрывать. Скрывать, причем, ну, стыдно с одной стороны, а с другой стороны не хочется, ну, простаком выглядеть в ваших глазах. Вот есть у него тайна. Если вы знаете, что он что-то от вас скрывает, но это вот не с другими людьми связано, там, с женщинами, нет, это связано именно с деньгами. Так, здесь, кстати, у мужчины еще какие-то мысли по поводу то ли поездки, то ли работы. Вот, что-то ему предлагали. Но я так скажу, вроде как деньги, да, потому что вот человек держит, видите, на руках. Но есть и минус. Либо надолго нужно уезжать, либо далеко надо уезжать. И вот он хотел бы об этом поговорить, но пока еще не решается. Он не знает, как об этом говорить. Боится, что вы расстроитесь, либо боится, что вы неправильно поймете. Да, он скажет, мне нужно уезжать в командировку, чтобы заработать, а вы скажете, нет, это ты от меня уезжаешь. Вот почему-то он напрягается. Ну, девочки, вот будет говорить, 100% будет. А еще, смотрите, если нужно уезжать, ну, сложно с вами будет прощаться, очень сложно. Вот. Хотел бы, конечно, вас с собой позвать, но то ли возможности нет, то ли знает, что вы ему откажете. Так, девочки, у кого-то у мужчины проблемы по здоровью, но он тоже вам не говорит. Вот что-то ему тяжело делать. Какую-то работу тяжело делать, либо в принципе, да, может быть, ходить больно. Вот. Не хочется выглядеть вялым в ваших глазах, да, либо болезненным, поэтому тоже может скрывать. И если вдруг по какой-то причине он там отменил свидание, либо отменил встречу с вами, да, там, поехать к вам, встретиться с вами, то здесь вот здоровье, здоровье. Если вы на него смотрите, он такой весь вяленький, с синячками под глазами, и вы у него спрашиваете, что случилось, он говорит, да нет, ничего, ерунда, не выспался, 100% он болеет. Вот. Почему-то стесняется. Он очень у вас стесняется выглядеть слабым, больным, ну и неудачником. Почему-то для него очень важно быть для вас вот таким рыцарем в блестящих доспехах. Смотри, какой я успешный, смотри, какой я классный. Вот. Вас, кстати, раздражает это его поведение.
А он специально так себя ведет. Смотри, какой я крутой. А вы такая говорите, ну я не хочу крутого, я хочу обычного, земного и понятного мне мужчину. Как будто вы тут друг друга немножечко недопоняли, да, либо не услышали друг друга. Так, девчонки, смотрите, на ближайшее время здесь какое-то очень серьезное от него идет предложение. Прям, знаете, как предлагать будет, даже будет настаивать на том, чтобы вы приняли его предложение. Ну, кому-то отыграется жить вместе, кому-то отыграется куда-то вместе поехать, ну а кому-то предложение руки и сердца. Вот, он как решился, девочки, решился. И я еще вам скажу, у него в последнее время какой-то сон беспокойный идет. То есть несколько ночей подряд, может быть, даже несколько недель. Вот сны у него какие-то пошли сказочно интересные. И в этих всех снах он пытается как будто бы вас догнать. А вы как дымка ускользаете. Вот. И вот эти сны, они как будто бы его, ну, скажем так, подстегивают, да, к каким-то конкретным действиям. Вроде как улыбается, да, приятный сон, вы ему приснились. И тут раз, вы куда-то уходите, убегаете, улетаете, испаряетесь. И он просыпается прям в мандрашке такой, да, исчезла моя любимая. Но тут высшие силы стараются ему вот внушить идею, что вы должны быть вместе, что ты должен уже как-то конкретно, да, реагировать. Ну вот он решился, Тут, смотрите, колечко у нас вышло. Вот. Кому-то девочки, кстати, подарят колечко. Причем, я так скажу, колечко выходит шикарное. С большим камушком. Девочки, с камушком колечко выходит. Возможно, знаете, как потратит последние деньги. А может быть, даже в долги залезет, чтобы вам купить это колечко. Знаете, вот эти колечки, которые на помолвку дарят, да, с камушками. Это не обручалка, а именно с камушками. Вот. Подарит, вы прям обалдеете. Вот не ждете вы от него таких дорогих подарков. Либо он раньше не проявлял себя, ну, как щедрый человек, да, вот настолько щедрый. А тут прям порадуют вас девочки. Так. Тут, кстати, кроме колечка еще могут быть даже какие-то сережечки. Тоже, вот, знаете, как может наборчик, сеть такая маленькая. Сразу хочу сказать, дорогое, не дешевое, дорогое, прям такое. Сразу видно работу и видно стоимость этих подарков. Вот кому подарят, честно говоря, обалдеете. Вот настолько это красиво, настолько это будет неожиданно. И вот счастливая женщина, счастливая, да, вот как доказательство того, что я тебя люблю, мне на тебя ничего не жалко. Вот что хочешь, хоть звездочку, да, с неба, все для тебя сделаю, достану. Так. Вот смотрите, какие-то два человека в его окружении, может быть коллеги, может быть друзья, постоянно какую-то суматоху вносят в его жизнь. Возможно, вы знаете, о ком я говорю, вам эти люди не нравятся, но он не готов с ними прощаться. Ему очень хочется вас куда-то вот пригласить, там, где будут эти люди, там, где будете вы, и вы вместе, чтобы провели время и убедились, что эти люди, в принципе, нормальные. Да, немножечко сумасшедшие, да, немножечко бесшабашные, но, в принципе, они хорошие люди. Ему почему-то очень хочется, чтобы вы с этими людьми подружились. А у кого-то, девочки, отыграется, что мужчина очень хотел бы познакомить вас со своими близкими. Ну, тут либо родители, если родителей нет, может быть, там сестра, братья, да, сестры, братья. Вот познакомить очень хочется, чтобы вы уже как официально числились там невестой, да, будущей женой. Вот, знаете, как и хочется, и не знают, какая будет у вас реакция. Может быть, вы уже об этом говорили, и как-то вы так не изъявили, скажем так, особого желания вот именно сейчас знакомиться. С одной стороны, конечно, его это напрягло, а с другой стороны, ну, он тоже понимает, да, что побаиваетесь вы, может быть. Но для него это будет важно, девочки. Кстати, возможно, тоже будет вам предлагать, либо организует встречу со своей семьей. Ну, как, знаете, по мимоходу. Случайно встретились. Ой, смотрите, а это моя любимая девушка, мы хотим пожениться. А это мои мама и папа.
Привет, как поживаете? Ну, что-то подстроит. Ну, по крайней мере, он об этом, девочки, думает. Если вы не хотите таких сюрпризов, лучше самостоятельно заранее с ним все это проговорите. Потому что он думает об этом. Знаете, мне вообще нравится этот человек. Да, со своими тараканами, но в целом я вижу, что он к вам тепло, сердечно относится. Он ищет будущего с вами. Он готов и хочет вас принимать такой, как вы есть. И планы на вас у него достаточно серьезные. Вот так, мои хорошие. Совет да любовь. Да? Если что-то где-то не нравится, девчонки, все проговаривайте. Он готов вас выслушать. И если это возможно, пойти вам навстречу. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.